Поговорим сегодня про людей из слабой ветви, а точнее галгаевцы, истинное имя которую им дали чеченцы. Самоназвание ингушей Галга происходит от чеченского гил – га. Гил – это слабый или немощный, га – ветвь. Таким образом, этноним Галга сегодня дословно переводится только с чеченского и означает он «люди из слабой ветви». Однако существует и другая версия касательно происхождения этнонима Галга. Галдялга, что означает отрасль испорченного генеалогического дерева, линия родства в родословной, когда-то отколовшейся от нашего народа, или роднившись с другими народами, утратили свою национально-этническую самобытность. Конечно же, ингушские горе-историки сочинили сказку, мол, Галга – это башенные люди, что совершенно не сходится с реальностью. Почему? Сейчас объясню. Во-первых, если Галга – это башенные люди, то кем вы были до этих башен? Ведь не секрет, что вы башни начали строить с середины 18 вплоть до 19 веков. Так, ингушский историк и специалист по башенной архитектуре Джабраил Юрьевич Чехкиев отмечает, что чеченцы перестали строить боевые и жилые башни еще в 17 веке в связи с массовым переселением на равнину, тогда как основная масса ингушских башен построена в 18 и даже 19 веках, то есть через 150-200 лет после того, когда чеченцы уже перестали их строить. Как мы видим, никакие они не башенные люди. А во-вторых, если Галга – это люди башен, то кто такие галгаскхи? Тоже, наверное, башенный народ. Не знал, что у русских есть башни. Галгаскхи – именно так называют чеченцы русских, а ингушей Галга. Вы либо народ, появившийся на свет в 18 веке вместе со своими башнями, вы либо не кричите на каждом углу о древности своего народа. Не может быть древний тот народ, которому от роду и 300 лет нет.